вот. Какая занятная выходит штука. Какая штука любопытная это получается. Вот эти пальчики мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, доверчивому Холтову. А вот эти пальчики мы нашли. Где бы вы думали? А? Мои пальчики можно найти в Голландии, в Мадриде, Токио, Анкаре. А еще где? Я могу вспомнить, только на это уйдет очень много времени. Мы с вами пропустим не только обед, но и ужин. Ничего. Прошу садиться. Я готов поголодать. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств и предрекают, что мир в будущем будет лечить половину заболеваний. Не сульфидином, а недельной голодовкой. Ну, вспомнили? У нас с вами происходит беспредметный разговор. Если я арестован, и вы меня в этом официально уведомите, я вам буду отвечать как арестованный. Если я не арестован, я на ваш вопрос отвечать не буду. Не буду. Не буду. Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно воспроизвести. Желательно по минутам. Что вы делали после телефонного разговора в комнате спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем? После того, когда я вошел в комнату спецсвязи, за халатность и трусость связистов надо отдать под суд. Они оставили ключ в двери и кинулись, как зайцы, в бомбоубежище. После того, как я вошел в комнату спецсвязи, я встретился с Портайгенос Борманом и провел с ним более 2 часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану. Вы могли бы не отвечать, если бы Без не... всякого «если бы не». Не зарывайте, Штирлиц. Не зарывайтесь. Я все-таки старше вас и по званию, и по возрасту. Прошу просить, группенфюрер. Ну, так-то лучше. Так о чем вы говорили с Борманом? С Портайгенос Борманом. Я смогу ответить на ваш вопрос только в его присутствии. Прошу понять меня правильно. Если бы вы ответили мне без него, возможно, это избавило бы вас от необходимости отвечать на 3-й вопрос. Я готов ответить на ваш 3-й вопрос, если он касается меня лично, но не интересов рейхсфюрера. Он касается лично вас. Вот эти пальчики. Мы обнаружили на чемодане, в котором русская радистка хранила свое хозяйство. И вот на этот вопрос будет ответить труднее всего. Почему? На этот вопрос мне как раз не трудно ответить. Чемодан радистки я осмотрел в кабинете у Рольфа. Вызовите его. Он подтвердит. Он уже подтвердил это. Ну так в чем же дело? А дело в том, что ваши пальчики были зафиксированы районным отделением гестапо еще до того, как чемодан попал к нам. Ошибка исключена? Исключена. А случайность? Возможно. Только доказательная случайность. Почему среди 20 миллионов чемоданов, находившихся в берлинских домах, именно на том, где русская пианистка хранила свою рацию, обнаружены ваши пальчики? Как это объяснить? Это объяснить действительно очень трудно. Или почти невозможно. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению.
понимаю вас, группенфюрер. Я вас отлично понимаю. Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц. Даю вам честное слово, я отношусь к вам с симпатией. Я верю вам. Ну, ладно. Сейчас сюда придет Рольф, приведет русскую пианистку, и она поможет нам определить, я уверен в этом, где это вы могли наследить на чемодане, где хранилась рация. Русская? Это та, которую я взял в госпитале. У меня абсолютная зрительная память. Если бы я ее встречал раньше, я бы помнил лицо. Нет. Она нам не поможет. Она нам поможет. И еще нам поможет. Вот это. Это была его шифровка, отправленная с Плешнером в Берн. Постарайтесь вспомнить,